Уважаемый Янур Мидхатович Бенгалиев, расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях Мы касательно очень сильно посещения. впечатлены, потому что это большой комплекс религиозной мечети, и такие, и медресе, и мавзолей. Здесь похоронен Султан Барбук. Он очень известен у нас, потому что был союзником Туктамыш-хана в борьбе против Тамерлана. У него, как известно, был один из приближенных знаменитый татарский средневековый поэт Сейф Сараи. Поэтому, конечно же, впечатления очень такие трогательные, потому что прикасаешься к истории, к историке великих людей, великих правителей, с которыми имели отношения наши предки. Поэтому это очень важно. Есть ли какие-то перспективы дальнейшего изучения? Сейчас думаем, конечно, хотелось бы найти захоронение Сейф Сараи, возможно, если это будет найдено, если он будет найден его могила, это будет, конечно, очень интересно и важно, но все равно это часть нашей истории. Эти Султан Барбук, эти правители, они мамлюки, имеют прямое отношение к территории современной России, Кавказ, Поволжье, Причерноморье, Дешти Кыпчак, поэтому это очень важно, и, конечно, мы будем изучать, возвращаться, изучать еще раз пристальнее арабские источники, материальную культуру. Надеемся, это привлечет в будущем еще больше внимания людей, которые могут принять решение о реставрации, о сохранении. Это очень важно. Часть мамлюкских захоронений это нужно еще раз и реставрировать, сохранить, вернуть. Отрадно то, что эти со- здания сохранились в более-менее хорошем виде, в отличие от положения в городе Сарай, который был полностью разрушен. Разрушен, Да. Наверное, разобран. похожие здания имели место быть и в Сарае. По упоминанию Евлея Челяби, который объездил весь исламский мир, он говорит о том, что это 17 век. Он говорит о том, что остатки города Сарай его поразили, потому что он такие огромные памятники. Прежде всего, это остатки города Сарай и мавзолейный комплекс Ла-Пас современный, да, так называемый долина Сарей золотоордынских. Его поразили тем, что он не видел в исламском мире такие огромные, хорошо украшенные, до сих пор еще сохранившиеся здания, к сожалению, которые в дальнейшем были разобраны в основном для строительного материала, для постройки нижневолжских городов, прежде всего Астрахани и других городов, которые уже основывало российское государство. И, к сожалению, тогда мало обращали внимание на сохранение этих зданий. Как знаем, Петр I во время посещения Булгара, там сохранилось более 150 памятников. Он наказал, чтобы эти памятники были сохранены. Но, к сожалению, сегодня 6-7 памятников только осталось. К сожалению. Ну, здесь еще большая работа или большой материал для художников, дизайнеров. Тут и художники могут вдохновиться, потому что так называемые аналогии, они, конечно же, и тогда были одинаковые для всех. И для исламского мира это был все равно единый стиль, хоть и региональные особенности были. Я думаю, в Золотой Орде все эти украшения, формы архитектурные, это все тоже присутствовало, безусловно, возможно, с особенностями, больше анатолийского влияния, но эти влияния тоже арабские, безусловно, были, особенно вот написание имен Аллаха, имена, вот эти эпитафии, это все-таки, я думаю, примерно одинаково были у нас и здесь. Хорошо, благодарим вас, Ильнур Мидхатович. Какие вы оставите пожелания зрителям? Что им посоветуете?
посетителям, туристам, приезжающим в Египет, Каир. Это не только страна фараонов, конечно, это очень интересная древняя история, но это еще и очень богатая средневековая история, которая имеет прямое отношение к тюркскому миру, к истории России. И это 200-300 лет активного взаимодействия. И, конечно же, это достаточно большой период. И это период не только там, политического сближения, которое, конечно, безусловно, было. То, что Мамлюкский Египет на протяжении веков, почти 2 веков был постоянным союзником Золотой Орды. Это очень важно. Но и далее мы знаем, у нас много информации, что выходцы из наших территорий не только до революции, но и в средние века уезжали в Египет, здесь занимали важные государственные посты и занимались наукой, что очень важно, преподавательской деятельностью. Были целые семьи, которые традиционно здесь были представлены. Мы знаем, что и из Египта приезжали миссионеры Золотой Орды, занимались распространением ислама. Поэтому эту историю надо, к сожалению, она, да, сейчас уже, конечно, в научных трудах есть, но, к сожалению, популярной такой мало, поэтому это нужно изучать, надо доносить, потому что это же не только фундаментальная историческая наука, это же и поиски вот себя, нашего культурного кода, и архитектуры, и религиозные основы нашей, и духовной культуры. Поэтому всем нужно интересоваться этой историей. Спасибо, Ильнур Мидхатович.